barıktıgar sarkılar sana jıl gelen yerden ititik istinik ağabdelibin ona bağarabın bu sana sıl ehyaka örünü, kötüğünü, sitiyini durubyanır ağaldı. Бүгінгі жорал саңа жыл кентінен истин ağabdelinin yerderler göreli ürü ansambılar. Күнді болуғыр нәхелеген лоқтырақтыра, нахадырды бастың жонлардағы веккет, нахады чулу рөхіттардағы веккет. Онна кәлені хер сыл, әхеқа ойгуны бұйыны, онна әйені қалдың, сама жолынан! Әйін көрсеуқа деді. Күнді үгіт маны болуғыр бұд жонын сәргетені. Sargılar sana jolundan alıpta Ostoriya eygeligerin ıngırabı.
Легенда началась еще 500 тысяч лет назад. Кумандра, так называлась наша процветающая сказочная страна, где в полной гармонии жили люди и драконы. Эта страна поистине привлекательна сама по себе природой и атмосферой, которой нет больше нигде. Цветущая сакура — это не просто цветущие вишневые деревья, это настоящий символ волшебства и красоты. Острова, поражающие воображение своей утопией в зеленом царстве растений. Там, где волны взливают пену цвета клубничного мороженого, а молочно-белые облака чешут пузо о вершины гор. Здесь росли невероятной красоты цветы.
казалось сказочным, где люди и драконы жили в согласии. Волшебные существа дарили им воду, дождь и плодородие. Все жители сказочной страны Ландрии благотворили драконов. Драконы символизируют власть, благородство, честь, удачу и успех. Жизнь казалась раем. Но потом пришли друны, это злые духи, превращающие людей в камень. Чума без души и разума распространялась быстрее пожара. Драконы сражались за нас, что было в силах, но сил не хватало. Остальные драконы уже променили, вокруг бушевало много трудов. Сотворили драконий камень, и тогда избранный Сисудату, последний из драконов, собрала все свое волшебство вместе с пламенем, и свет, и свет, хрустальный шар, и изгнала трудно. Те, кто окаменел, сразу ожили, все, кроме драконов. А от Сисудату остался лишь ее шаг. Она принесла себя в жертву, и оказалось в этот миг человечество должно было расплатиться. Но люди есть люди. Между ними вспыхнула война за остатки драконьего волшебства, и в мир пришла засуха. Люди работали из последних сил, чтобы кормить своих родных. В конце они выбрали самую сильную девушку рая и отправили в поиски остатков хрустального драконьего шара.
искать кустарный шаг. И помогает боги, дают осколки шага. И так девушка собирает волшебный шаг.
Тонкая, сильная, храбрая Майя собрала все осколки хрустального шара и оживила благородного дракона. И в мир пришла радость процветания. Оживляет дерево жизни. Это священное дерево, которое соединяет все живые существа. Дерево жизни связано с поклонением природе и силам, которые управляют всем миром. Год по восточному календарю, год зеленого деревянного дракона. В китайской культуре это мифическое животное символизирует власть, благородство, честь, удачу и успех. Согласно мифологии, поднебесные драконы могут управлять ветром, дождем, влиять на погоду и урожай, а также приносят процветание миру. Их считают могущественным талисманом.
Олорда бүгін көлбекке күрді қайдақта күрді келген кәлбет бейге бастық маскарадтың сенаға кірі қайық қалыстық сақыдер көрді әбет күнге драконлар кірікті күрді бейға бүгін бес дракон келен ұлжыттығытша әпетергенді дракон сына бұйыл әлбәқ үжігей uygun olmayanı ağalar diye